Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что выбираете быть со мной, за вашу невероятную и теплую поддержку, за вашу помощь, за ваши донаты. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Кто ваш тайный поклонник? Давайте с ним познакомимся, давайте узнаем, кто он такой. Если тема вам интересна, пожалуйста, присоединяйтесь. Загадайте на себя, но ни о ком не думайте. Песочек все покажет сам. Ну и давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Какая вы горячая штучка. А вы ведь мужчинам нравитесь. Смотрите, сколько у вас тут внимания. Вот она, вы сидите, такая вот принцессочка. А вокруг вас мужички прям ужиками вьются. Ну надо же. Вот даже здесь какой-то заглядывается. Но то женатые, нам такие не нужны. Слушайте, вы очень интересная, очень привлекательная. И действительно, многие мужчины готовы, не знаю, правую руку отдать, лишь бы рядом с вами быть. Поклоняются, да, вот поклонник, ведь от слова поклоняться, поклоняются вашей красоте, вашей грации, вашему уму, умению себя подать. Да, вы такая женщина, любому вскружите голову. И не важно, сколько вам лет, и не важно, как вы выглядите. У вас есть нечто большее, да, чем красота, либо какие-то, качества, выдающиеся, да, в пухлости, выпухлости. У вас есть то, что манит мужиков. Вы словно бы это свеча, да, пламя свечи. И эти мужички, они как эти бабочки летят со всех сторон. Но вот нет равнодушных, понимаете? Вот нет равнодушных и все. Вот как ни крути. Что касается именно тайных поклонников. Почему я так выделила? Потому что вижу, что знаете, кому нравитесь. И вы не ошибаетесь, вы действительно нравитесь тем, о ком думаете. Даже больше скажу, не просто нравитесь, а там и желание, и страсть, и даже влюбленность есть. Вот. Но есть и те, кто скрывают от вас. Их двое. Один поправо стоит, другой полево стоит. Ну, давайте, наверное, по ним и пройдемся. Девушки мои хорошие, отсыпка общая. Возможно, у вас сразу два тайных поклонника, а возможно, как бы двух разных мужчин показали. Вы уж там опирайтесь на свою данность. Вот этот мужчина, он молодой, он младше вас по возрасту. И это как бы факт. Нравится вам это или нет, но так оно и есть. Он младше, причем так прям младше. Вот разница, вполне себе существенная. Молоденький мужчина, но мужчина очень серьезный. У него какая-то ответственная работа. То есть ему какие-то особо сложные поручения дают, либо очень кропотливая работа, либо работа, которая не каждому дана, не каждый сможет таким заниматься. Мне почему-то кажется, что он долго учился, чтобы получить эту работу. Работа, конечно, классная, денежная показана, но эта работа прям съедает все его время. А может быть, эта работа сопряжена с какими-то поездками, разъездами, командировками. Вот у него как бы нет времени на личную жизнь. Просто нет. И тут вы такая красивая. И он такой: боже, что за женщина? Это не женщина, это мечта. В общем, где-то он вас увидел. Причем это была какая-то случайность. Увидел и прям потянула, да, залип мужчина на вас. Я вижу, что он вас долго искал, он как будто бы в лабиринтах ходил, то есть искал, вот реально искал, он не знал, кто вы такая, он не знал, как вас зовут, где вы живете вообще, что у вас там в жизни происходит. И он вас искал, и он вас нашел. И нашел благодаря своей работе. Понимаете, может быть, он какой-то там супер программист, айтишник, может быть, он какой-нибудь там, не знаю, следователь, да, человек, который
в розыске, например, работает. Ну, в общем, не важно, кто он там по работе, важно, что он вас искал, и важно, что он вас нашел. И вот, что самое интересное, он очень много о вас знает, прям очень много знает, прям досье целое на вас собрал. Кто вы, что у вас в жизни, кем были, с кем жили, кем стали, да, все он про вас знает, все, вот прям, не знаю, может, даже какие-то детские фотографии ваши надыбал. Вот если вам удастся с этим мужчиной там, ну, пообщаться, если он перед вами откроется, то вы просто обалдеете. Это шпион. Шпион вот не дать не взять, да, этот секретный агент. Все про вас сразу знал, все. И знаете, чем больше он про вас узнавал, тем больше он в вас влюблялся. И еще я вижу, он как, ну, не знаю, гордость, не гордость, а скорее, наверное, да, восхищение. Он вами восхищается. Вот он знает о каких-то трудностях в вашей жизни, как нелегко вам приходилось, что вы пережили, через что вы прошли. И он такой: боже, какая женщина, ну как, ну я бы не выдержал. А она такая сильная, такая смелая, там, все победила, все пережила, да, смогла, ну, на ноги встать, да, очень много он о вас знает, прям много-много. Но вот эта разница в возрасте, она, конечно, серьезная проблема на самом-то деле, серьезная и для вас, и, скорее всего, для него. У него за спиной семья, причем очень порядочная, там очень приличные люди, и люди какие-то необычные. Вот люди, как, знаете, со связями, либо люди приближенные, да, к чему-то там особенному. Вот, они прям такие вот, со своим мнением, со своими взглядами, у них есть правила, вот у них есть правила в семье. И он понимает, что как бы маму, папу я люблю, но они никогда не разрешат. И опять же, может быть, что-то про вас знает, да, что вы, например, там малолеток отвергаете, не принимаете. Вот это прям серьезная проблема, пока она нерешаема, и мужчина поэтому держит себя в тени. Он за вами наблюдает, он за вами следит, он отслеживает все процессы вашей жизни. Он видит вас вот настолько часто, насколько это возможно. Если он находится в вашем городе, вот поверьте, он вас видит, он где-то за вами следит, подслеживает, взглядом провожает, да, вот это есть. Если его нет, то он как-то через интернет за вами следит, да, может быть, он там как-то научился подсматривать, либо это часть его работы, да, подсматривать за людьми. Вот, это есть. И я не вижу, чтобы он вам открылся в ближайшее время. Я не вижу. Но это не значит, что этого не будет. Потому что пути Господни, они неисповедимы, и в жизни все бывает. Что могу сказать про этого человека? Одинок, закрыт, но чертовски умный мужчина. Умный, карьера у него правильно развивается, при деньгах, из хорошей семьи. Но опять же, хорошая семья, в кавычках хорошая, да, это вот внешний облик, да, приличная, хорошая семья. Ну, а люди какие-то вот они со своими тараканами, можно так сказать. У них какие-то правила в семье. Не знаю, что это за правила. Может, они там в строгости сына воспитывали. Может быть, они там сами что-то соблюдают, либо к чему-то причастны. Ну, в общем, они странные люди, и они могут стать действительно серьезной помехой. Мужчина об этом знает, но поскольку он их любит, перечить, наверное, не обучен, ну, либо не привык к своей семье, пока он как бы будет за вами наблюдать. Что я вижу? Что он все сильнее и сильнее в вас влюбляется. Я вижу, что вы для него стали, ну, неким, извините, ну, нельзя, наверное, такое в Ютубе говорить, да, вот то, без чего не могут жить, да, вот постоянно хочется дозу вас получить, увидеть, да, и вот прям все сильнее и сильнее это становится. Еще я вижу, он как-то с вами разговаривает, то ли с вашей фоткой разговаривает, то ли вас он мысленно представляет, он много мечтает о вас, мечтает о том времени, когда вы будете его, а он ваш, мечтает о каких-то поездках с вами, почему-то вот к морю он хочет, либо он очень любит море, любит отдых на море, и вот вас туда, может, у него какое-то есть особое любимое место, и он хочет вас туда отвезти вот, и с вами вместе быть. Мужчина про семью не думает, ну, потому что, как бы не думает, да, ну, а что ему думать? Он одинокий, холостой, молодой мужчина, о чем ему думать? Ему сначала влюбиться надо, потом уже про семью думать. Вот. Женщины другие его не интересуют, ну, потому что
они не вы, вот поэтому и не интересуют. И этот мужчина, он такой, знаете, вот мне идет, что он какой-то однолюб. Вот долго он созревал в этом плане, да, вот когда там мальчишки в пубертате, там 13-14 лет, они уже там по девчонкам, да, а этот такой, нет, он учился, он занимался, там все уже, там, не знаю, спали, женились, детей рожали, а он такой с книжками ходил, да, он, кстати, хорошее образование имеет, вот, ему как-то не до этого было, вот не влекло, не тянуло, может быть, даже он и переживал по этому поводу, но он находил спасение именно в учебе, в образовании. Вот отсюда у него и хорошая карьера, скорая, хорошая, успешная карьера. Вот. Ну, тут вы приключились, понимаете, вы приключились, и он такой, блин, ну, вот влюбился, вот она моя женщина, вот ее я только люблю, к ней меня очень сильно тянет. Сдается мне, что вы для него роковая. Ну вот в прямом смысле слова, да, женщина, которая красной линией проходит через всю его судьбу. Ну, время покажет, девочки, пока я не вижу развития, но он вас любит. И вы иногда его чувствуете, когда он за вами наблюдает, вы это чувствуете. Прям есть такое ощущение, вот мурашить начинает, и вы такая, блин, кто-то на меня смотрит, это он на вас смотрит влюбленным взглядом. Вот такой вот мужчина. Кстати, он на лицо очень миленький, прям такое личико, ну, чуть ли не детское, ну, не детское, конечно, но вот какие-то детские черты лица, и вот лицо такое прям открытое, доброе. И улыбается он как ребенок, либо смеется как-то звонко, как ребенок. Но что-то детское в нем есть. И еще мне кажется, что он светленький. Светленькие, возможно, волосики вьются у него. Ну, по крайней мере, такие, знаете, непослушные завитушки есть. Вот такой вот он симпатичный. Очень симпатичный. Он девчонкам нравился. Но вот девчонки ему нет. Ему понравились только вы. Так, второй мужчина. Второй мужчина, он, во-первых, постарше. Во-вторых, этот мужчина вам знаком. В-третьих, с этим мужчиной у вас что-то непоправимое произошло. Разругались, рассорились, расстались, разбежались. И кажется, что это невозможно изменить, невозможно исправить. Вы как будто бы друг другу чего-то там такого прям очень плохого наговорили. То, что невозможно забыть, то, что невозможно, скорее всего, простить. Ну, либо не получается простить. Тут и вы ему, и он вам, и, знаете, вот серьезный замес между вами был, очень серьезный. Такие вещи, они долго не забываются. Обидные вещи произошли, обидные, обоюдно обидные. Вот подумайте, повспоминайте, с кем очень плохо расстались, с кем у вас прям, там горячо было, да, вот обида пошла. Вот этот человек, ваш тайный поклонник. Время между вами прошло, я это вижу, но вы-то начали его забывать. Вам-то обида, как, знаете, как остуда пошла, да, вы начали его забывать. У вас к нему сейчас вот такое негодование, и вы такая вот увижу, порву, да, вот увижу, покажу. Вот обидел, да, несправедливо обидел, это ваше мнение. А у него к вам наоборот. Чем дальше и дольше он без вас, тем больше потребность, тем больше желания, тем больше притяжения. И этот мужчина пытался вас забыть. Я вижу, что он с какой-то там, женщиной там пытался крутить, мутить. И женщина вроде неплохая была, но он такой, блин, нет, не то, не прилипает, да, вот не мое. Обидел он, значит, ту женщину, послал ее, сейчас он один сам по себе. И вот он сам не знает, чего хочет. Он не знает, что вам сказать, он не знает, что вам предложить. Он не знает, сможет ли он вам сказать те самые слова, чтобы вы его простили, да, вообще, возможно ли это. Но, тем не менее, его к вам очень сильно тянет. У него есть какой-то помощник, либо помощница. Кто-то, кто близок к вам, либо имеет доступ к вам, к вашей жизни, кто участвует, может быть, в вашей жизни, кто ему о вас сливает информацию, да, какой-то засланный казачок, либо казачка. Вот. И это происходит на постоянной основе. Мужчина очень сильно боится, что он вас упустит, что вы влюбитесь в кого-то другого, что кто-то другой займет его место рядом с вами.
Вот. И он не знает, что ему делать, он в полной растерянности, он оббивает какие-то пороги, скорее всего, то ли по психологам бегает, то ли по эзотерикам, да, вот, что мне делать, подскажите, да, что ждет меня в будущем, будет ли она со мной, ну, либо вылечите меня, да, избавьте меня от этой зависимости, я уже не могу. Вот, какие-то пороги он точно оббивает в поисках помощи, подсказки. Но как-то оно не работает. Либо не работает так, как бы этому мужчине помогло. Вот, это есть, это точно есть. И еще, девочки, вам такая подсказка. Этот мужчина вам снится. Иногда вам снится. Но вот вы недовольны в своих снах и просыпаетесь, думаете, вот зараза, зачем он мне приснился? Но вот есть такое. Это он. Это он, и он не намерен вас отпускать. Либо отпустить вас для него — это как самое страшное. Вы-то его забываете, а вот он вас, наоборот, забыть не может и все сильнее и сильнее тянет. И знаете, что я вижу? Что этот мужчина в какой-то момент он просто сорвется. Сорвется и пойдет к вам. Вот чисто, знаете, наобум пойдет к вам. И знаете, будь что будет, вот так себе скажет и пойдет. И на самом деле будет что будет. Вот. Конечно, вас это, наверное, не порадует. Конечно, вы будете шокированы, но посмотрим, как улыбнется ему удача, да, на чьей стороне будут ангелы. Вот, время, конечно, покажет. Здесь этого не показано. Здесь просто показано, что он сорвется и он к вам придет. Только этот момент показан. Ну, так, мои хорошие. 2 мужчины, 2 поклонника, но при этом еще целый табун мужиков, которым вы очень нравитесь, неравнодушных, да, вот кто симпатизирует, кто засматривается, да, вот это есть, это данность, и никуда от этого не уйти. Кто-то замечает из девушек, кто-то не замечает, но это уже происходит, это уже случилось. Они были, они есть, и они еще прибудут. Вот поверьте, помяните мое слово. Вы вообще такая желанная женщина на самом деле. Женщина огонь, по-другому и не скажешь. Вот знаете, пальчиками щелкни, и любой в стойке зайка будет рядом с вами стоять, готовый к вашим услугам. Просто вам это не нужно. Либо вам эти мужики не интересны. Да? Не интересны те, кто вас окружают. Вот, девчонки, поживем, увидим. На сегодняшний момент по тайным поклонникам именно 2 выходят, и я вам их описала. Дальше будет видно. Ну, либо дальше мы будем тоже это все просматривать. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Берегите себя. Всем пока-пока.